С улыбкой на лице и радостью встречают воспитанники интерната сотрудников МВД по делам несовершеннолетних. Они приехали провести профилактическую беседу, напомнить детям об их правах и обязанностях. Скажите, пожалуйста, если вдруг складывается ситуация, вы понимаете, что взрослый по отношению к вам поступает несправедливо, неправильно, мне хотелось бы услышать от старших, как нужно поступить в этой ситуации? Ежегодно социальные юристы и специалисты ПДН посещают интернат для оказания правовой помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За последний год в специализированное учреждение поступило около 60 воспитанников, для каждого из которых разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Конкретно каждому ребенку специалисты нашего центра отрабатывают по каждому направлению социально-воспитательной работы, и в том числе и социально-правовой отдел проводит именно свою работу по восстановлению его нарушенных прав. По оценкам Бюро населения, в мире 26% жителей составляют дети. Из них немалое количество юных граждан нуждается в правовой защите. Создать ребенку благоприятную и домашнюю атмосферу, дать понимание и заботу – основная цель работников детского реабилитационного центра. Мы с ними работаем, стараемся как-то облегчить им жизнь, поддержать их, дать им свою любовь, чтобы они чувствовали хотя бы чуточку, что они, что у них есть защита, что они не одиноки, чтобы какую-то теплоту они чувствовали. Спальный корпус, столовая, актовый зал и все необходимые для проживания условия у воспитанников детского интерната есть. Немаловажна и созданная атмосфера, в которой проживают несовершеннолетние. Уважение между воспитателем и ребенком, делится 13-летняя Фатима. Мне тут очень хорошо. Меня воспитатели уважают, я их тоже уважаю. У меня есть много друзей. Я нашла общий язык и приехала сюда с воспитателем и друзьями. Право на жизнь, развитие и защиту есть абсолютно у каждого ребенка, но не каждый родитель в силу разных жизненных обстоятельств в состоянии это дать. Праздник мирового братства и взаимопонимания направлен на обеспечение благополучия детей во всем мире. В нашей стране иначе называют Всероссийский день правовой помощи детям. Основная задача государства и общества – это воспитать здоровое физически, морально, нравственно и духовное поколение, которое вырастет достойной сменой. Уже стало хорошей доброй традицией в преддверии этого праздника приезжать в социально-реабилитационный центр к тем деткам, которые в силу определенных жизненных обстоятельств оказались вне стен родного дома. Декларация прав ребенка была принята в 1959 году, а спустя 30 лет появилась Конвенция о правах ребенка. И все эти документы были созданы с одной целью – дать ребенку лучшее, что имеет человечество, то есть гарантировать детям пользование всеми их правами и свободами. А закончилась сегодняшняя встреча на приятной ноте. Все воспитанники дом-интерната получили подарки. Обеспечить детям детство и пользование правами и свободами на их собственное благо и благо общества. Именно такую цель преследует Всероссийский день правовой помощи детям. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.